Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Подведем итоги дня. Смотрите сегодня в выпуске. Местные кадры в промышленность. 10 тысяч специалистов нужны в отрасли нефтегазовой промышленности Якутии. В столице прошла ярмарка вакансий. Зима близко. Когда во все дома потребителей региона поступит тепло, какова готовность объектов к запуску отопления? Подробный обзор. Ожившие легенды эпоса Аланхо. В эти минуты в Музее России «Моя история» в столице проходит мультимедийная 3D-выставка «Прямое включение» нашего корреспондента. Осторожно, мошенники. Жительницу Нерингри обокрали на 70 тысяч рублей якобы при оформлении кредита. На работу на велосипеде. Жители города Мирного поддерживают всероссийскую акцию. И коротко о главном. Обзор новостей и событий Ленского района в конце выпуска. Работа по созданию моста через Лену потребует заключения правительства страны. В ходе брифинга на Восточном экономическом форуме вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что проект строительства имеет высокие шансы на реализацию, а сам объект вошел в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока, утвердить которую планируют в сентябре. Проект оценивается в 70-80 миллиардов рублей. Завершить строительство с подъездными путями намерены в 2024-2025 годах. Если положительное заключение будет получено скоро, то концессионер должен будет за счет собственных денег разработать проектно-сметную документацию и пройти госэкспертизу в течение следующего года. В Москве подвели итоги конкурса цифровых решений для регионов от Агентства стратегических инициатив. Свои проекты предложили десятки субъектов страны. Удачным был признан проект по выявлению профиля бедности населения, который помогает выявлять наиболее нуждающиеся категории граждан. Также был отмечен алгоритм анализа цифрового следа туриста, на базе которого можно анализировать, какие объекты и услуги более востребованы путешественниками. Оценили эксперты и программу, которая должна помогать в автоматическом режиме классифицировать обращения граждан на порталах госуслуг. Активно в формировании цифровых решений принимали участие и 30 команд из Якутии. Они внесли десятки предложений. Одной из главных задач, которые выделили наши специалисты, стала медицинская доступность в республике. Мы сегодня понимаем, что для наших северных территорий санавиация – это даже не вид экстренной медицинской помощи неотложной, а во многом иногда просто уже плановая необходимость в связи с отсутствием всяческого транспортного сообщения. Вместе с тем, к сожалению, логистика перелетов, логистика вообще в целом оказания медицинской помощи на больших удаленных таких труднодоступных территориях, она не отработана. И мы как раз хотели с помощью анализа данных сделать такую программу, которая бы нам позволяла планировать размещение и авиации санитарной, и сил медицинской помощи, чтобы снизить, конечно, колоссальные расходы, которые сегодня несет государство в этой части. Наблюдательный совет компании «Алроса» одобрил добровольную ликвидацию дочерней компании «Алроса Нюрба» и последующую консолидацию профильных активов на балансе «Алроса». Отмечается, что консолидация активов «Алроса Нюрба», владеющей лицензиями на разработку Батобинской и Нюрбинской трубок, призвана повысить эффективность управления. Компания «Алроса Нюрба» не ведет самостоятельную производственную деятельность. Весь цикл работ выполняют подрядные структурные подразделения материнской компании, а ее штат составляет 30 человек, в основном управленческий персонал. Глава «Алроса» Сергей Иванов отмечал, что экономия средств от консолидации позволит повысить налогооблагаемую базу. Порядка 10 тысяч специалистов нужны в сфере нефтегазовой промышленности Якутии. Сегодня в Якутске прошла ярмарка вакансий в рамках регионального проекта «Местные кадры в промышленность». При этом компании принимают молодых специалистов без опыта работы. Сюжет с Аргаланы Федоровой.
Все решают кадры. В этом уверены представители компании нефтегазовой отрасли. Они сами готовят будущих специалистов, мотивируя и переобучая. Принимают их на практику, а потом на работу. Но, как правило, на первом этапе карьеры выпускникам предлагают рабочие специальности. У компании «Тасюряхнефтегазодобыча» работает система непрерывного образования «Школа, вуз, предприятие». Мы организовываем обучение вместе с центром занятости. Оно примерно занимает 2 месяца. То есть каждый из курсантов, ну и как обучающихся, ходит ежедневно на занятия в течение 6 дней. После окончания теории, это где-то месяц уходит на это, они получают практические знания у нас в компании, то есть мы их принимаем на практику. Электромонтер, мастер по добыче нефти и газа, буровой супервайзер. На ярмарке работодатели представили 250 наиболее востребованных вакансий. Потенциальным сотрудникам предлагают работать на магистральном газопроводе «Сила Сибири», Чаяндинском месторождении и в производственных подразделениях компаний в районах республики. Средний уровень заработной платы – 57 тысяч рублей. Большинство работодателей ищут кандидатов, которые смогут работать вахтовым методом. У нас вахтовые поселки, Кедры, Полярисы на 4-8 человек. Графики работы 60 на 30, 45 на 45, 35 на 35. Значит, питание трехразовое горячее, проезд за счет организации. Найти себя в сфере нефти и газа готовы не только юноши, но и девушки. Вчерашняя выпускница Анна Орешкина планирует пройти путь от начинающего специалиста до инженера. Перспективная работа. Всегда нужны специалисты в нефтегазовой индустрии. Ну, конечно, зарплаты высокие, как без этого. Ну и потому что я по натуре математик, поэтому мне эта профессия ближе. Сегодня в приоритетном проекте «Местные кадры в промышленности» участвуют 22 предприятия. За первое полугодие текущего года трудоустроились 3234 человек. Из них более 1000 – это молодые специалисты. Саргалана Федорова, Илья Сырометников, Якутск. В Якутске продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядные организации заняты сейчас на 16 улицах города. Ведущиеся работы проверил первый зампред правительства Алексей Колодезников. Первым объектом стала улица Жарницкого, однако там на месте не оказалось ни одного рабочего. Далее группа направилась на Хатынь-Уряхское шоссе. Там работа идет по плану и выполнена половина от общего объема. Здесь 800 метров положили, да, я так понял, да? Да. Сейчас второй этот делают. Да, А дальше как? Дальше с той стороны пойдем. Там пучинистые места все устранены, да? Нет, еще устраняю. Не вы занимаетесь? Нет. Вы только вот по асфальтному покрытию здесь, да? Только пока по асфальту. Объезд завершился на улице Суруна-Амаллона. Там идут работы по укладке тротуарных дорожек, а также дорожного основания под асфальтобетонное покрытие. Ожидается, что работы по этой улице будут завершены в этом году. В целом, по итогам выездной проверки, делегация правительства обеспокоена сроками сдачи объектов. А у нас уже сентябрь, понижение температуры уже со следующей недели. Конечно, от этого очень будет сильно зависеть и качество работы. Время очень мало осталось. Мы об этом говорили еще в июле месяце, что нужно ускоряться и максимально работу делать в августе. К сожалению, этого не получилось у подрядчиков, и под угрозой стоит выполнение национального проекта. В Якутске в жилом доме по проспекту Ленина, 34 во втором подъезде частично обрушился пол. Жители самостоятельно вышли из дома, сейчас угрозы нет. Как сказал нашему телеканалу заместитель мэра Якутска Максим Трофимов, предполагается, что произошел промыв основания грунта из-за протечки канализации. Поэтому и провалились перекрытия на общей площади 6 квадратных метров. На месте происшествия работают силы и средства Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Восстановительные работы проводит администрация города и управляющая компания. Предварительно установлено следующее, что в результате подмыва оснований грунта, видимо, это протечки канализационного трубопровода, провал перекрытия произошел площадью где-то около 6 квадратных метров во втором подъезде Ленина, 34. Когда во все дома потребителей региона подадут тепло, какова готовность объектов к запуску отопления в целом и текущие объемы завоза топлива в районы? Над темой работала Юлия Великодная.
Накануне теплоэнергосервис начал отопительный сезон для потребителей Усть-Майского, Алданского, Аймиконского, Ленского в городе Ленск и Мирнинского в поселках Чернышевский и Светлый. Общая подготовка к отопительному сезону в республике составляет 97,3%. Объекты к отопительному сезону готовы 96-98%. Водопроводные системы отопления трассы готовы на 100%. И сегодня, я думаю, что приему тепла все районы готовы. Многие районы по линии ГУП ЖКХ не запущены. Остались центральные районы, которые должны мы запустить до 15 сентября. Энергетики постепенно вводят в работу объекты теплосетевой инфраструктуры, насосные станции, центральные тепловые пункты и тепломагистрали. В течение первых дней проводятся работы по наладке и регулировке режимов совместимости с управляющими компаниями. Все объекты запустились по графику, в принципе, без особых проблем. На данный момент, значит, отрабатываем с управляющей компанией, то есть такие есть жалобы, заявки, локального такого характера. В принципе, все нормально. Как планировали, так и отработали. По информации заместителя генерального директора, главного инженера теплоэнергосервис Виктора Иванова, последним из 6 филиалов компании отопительный сезон начнет Охотский филиал. Потребители начнут получать тепло 15 сентября. Напомним, отопительный сезон начнется только после получения заявки от потребителя и подтверждения его готовности к приему энергоресурсов. Что касается столицы региона, то в Якутске подано тепло в социальные объекты, больницы, детские сады и школы. Затем придет черед жилых домов. Директор ЕТЭЦ Владимир Андреевский отмечает, что этим летом произведен большой объем работы по замене изношенных участков городской магистральной тепловой сети. Что касается ремонта тепловых сетей, то в этом году удалось заменить 30 километров сетей тепловодоснабжения. Процесс уже завершается. Так что якутская ТЭС готова к отопительному сезону, подчеркнул он. Ну а по словам министра ЖКХ региона Дмитрия Садовникова, вопросы по городу Якутску есть. По городу Якутску вопросы есть. По городу Якутску у нас жилой фонд полностью не запущен. Не запущена и часть социальных объектов. Но это на самом деле зависит от организационных моментов. К сожалению, про несвоевременный запуск было отмечено на совещании и у главы региона, и нашему министерству профильному поручено курирующим заместителем председателя правительства, чтобы мы взяли этот вопрос на контроль. В 1263 многоквартирных домах Якутска произведена промывка систем отопления, что составляет 97% от общего жилфонда, снабжаемого теплом от источников Якутскэнерго. Главный специалист якутского отделения энергосбыта Лариса Макзоева отметила, что степень технической готовности объектов потребителей к подаче тепла сохраняется на уровне показателей прошлых лет. Но вместе с тем есть проблемы с гаражно-строительными кооперативами в частном секторе, где собственники элеваторных узлов не занимаются их своевременным обслуживанием. Один из таких объектов расположен возле частных домов по улице Чеченко 35/3, /4, /5 и /6. Обязательным условием вхождения в отопительный период является техническая готовность зданий и урегулирование вопроса задолженности за тепло. Отметим, что по состоянию на 1 сентября общая задолженность потребителей столицы перед Якутскэнерго составляет более 900 миллионов рублей. Из них 400 миллионов рублей задолжали УК и ТСЖ, около 300 миллионов рублей населения. Подготовка к отопительному сезону предусматривает и получение юридическими лицами актов готовности. Одним из условий этой выдачи является отсутствие задолженности. Бесперебойная подача тепла в дома жителей республики в том числе зависит от завоза топлива. Объем топливно-энергетических ресурсов составляет 585 тысяч тонн, из них отгружено 485, доставлено 73%. Стало известно, что на реке Яне уровень воды повышается, движение судов возобновлено. Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников отметил, что
что необходимый объем жизнеобеспечивающих грузов в Янскую группу улусов будет доставлен. Он поручил обеспечить круглосуточный прием наливного флота в Нижнеянском и Усть-Куйгинском нефтебазах. Напомним, что ранее в связи с низкими уровнями воды на реке Яне было введено ограничение посадки судов на участке Усть-Куйга-Нижнеянск. Сегодня в Устьянском улусе отгружено 64 тысячи тонн необходимых жизнеобеспечивающих грузов. Это 93% от плана. Отметим, что завоз грузов для нужд Верхоянского района завершен. Для обеспечения топливом Эвено-Бетантайского улуса отгружено 1000 тонн нефти в Батагае. В Алданском районе отопление подается в социальные жилые объекты с 6 сентября. Район полностью готов к отопительному сезону. Тепло подано во все объекты, кроме строящегося Томмотского психоневрологического дома-интерната, где ведется строительство котельной и прокладка тепловых сетей к подключаемым объектам. Сейчас короткая пауза, 30 секунд, потом вернемся. Смотрите далее в программе «Итоги дня». Ожившие легенды эпоса Олонхо. В эти минуты в Музее России «Моя история» проходит мультимедийная 3D-выставка, прямое включение нашего корреспондента с места событий. Осторожно, мошенники жительницу Нерингри обокрали на 70 тысяч якобы при оформлении кредита. На работу на велосипеде. Жители города Мирного поддерживают всероссийскую акцию под таким названием. Коротко о главном. Обзор новостей и событий Ленского района в конце выпуска. Итоги дня на Якутии-24. Продолжаем выпуск. Жительница Нерингри лишилась более 70 тысяч рублей, пытаясь оформить кредит. Связавшиеся с ней мошенники обманом выманили у нее крупную сумму денег, якобы за страховой депозит. Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Сейчас проводится оперативная проверка. В дальнейшем с потерпевшей связывались специалисты якобы из службы безопасности, отдела логистики и отдела кредитования, которые под различными причинами, начиная от страхового депозита, заканчивая услугами курьера, который якобы доставит ей банковскую карту, выманивали разные суммы денег. В итоге у женщины похитили более 76 тысяч рублей. Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Память моя от эскиза до сцены. Сегодня в выставочном зале Национального художественного музея состоялось торжественное открытие выставки, приуроченное 60-летнему юбилею заслуженных деятелей искусств в Якутии, супругов режиссера Карла Сергучева и художницы Саргаланы Ивановой. В экспозиции представлены театральные костюмы, эскизы, фотографии, графические работы и инсталляции. Через ленту фотографий, которая тянется через весь выставочный зал, можно увидеть все великолепие их творческого тандема. Дополняя друг друга, они поставили ряд замечательных спектаклей, представляющих культурно-художественную и познавательную ценность. Это такие произведения, как «Александр Македонский», «Красный шаман», «Розовая чайка», «В Амге была весна», «Король умирает» и многие другие произведения, которые полюбились ценителям театрального искусства. Эта выставка, конечно, связана с тем, что нам с Саргаланой по 60 лет. Вот. И мы считаем, что 60 лет это половина жизни прожита. Теперь можно, наверное, заняться реальными делами. Это в некоторой степени даже отчет, это кусочек того, что мы делали, это отрывки того, что мы создавали, это куда мы вложили свою душу, свою жизнь, свои годы. В эти минуты в Музее России «Моя история» проходит мультимедийная 3D-выставка под названием «Ожившие легенды эпоса Олонхо». Подробнее о том, что там происходит, расскажет наш корреспондент Андрей Мухоплев. Он на прямой связи со студией. Андрей, добрый вечер. Влад, приветствую. Мы находимся сейчас в Музее России «Моя история», где ожили легенды эпоса Олонхо с помощью мультимедийной 3D-выставки при поддержке фонда культурного наследия имени народного художника Тимофея Степанова. Зал поделен сейчас на 3 части. Это верхний мир, средний мир и нижний мир. Вот за моей спиной вы видите проекции, которые создали организаторы. Получается, для еще большего погружения в волшебный мир организаторы провели шоу-программу от промо-группы «Провинция». «Провинция» — это промо-группа, которая занимается исключительно проведением техно-вечеринок. И это первого рода такая вечеринка, получается, арт-инсталляция.
организации. Также добавлю, что персонажи из якутского фольклора, верования и религии присутствуют на полотнах. Также в программе алгысчыты, хамусисты, световое шоу и легкий арт-рейв. В сопровождении электронной музыки якутских продюсеров. И, как говорят организаторы мероприятия, дотронься до искусства, дыши творчеством. И ко мне сейчас присоединяется организатор и автор музыки Айтал Алексеев, он же Уран. Добрый вечер. Айтал, приветствую. Пожалуйста, расскажите подробнее о мероприятии. Чем же вы нас сегодня удивляете? Сегодня необычное мероприятие. У нас такая большая коллаборация, как это модно сейчас говорить, между несколькими проектами. То есть это провинция, потом сам музей, на котором, собственно, и выставка. Выставка ожившей легенды эпоса Солонхо Тимофея Степанова. Мы рады, что пришло большое количество слушателей сюда и зрителей, поэтому будем удивлять электронной музыкой. Большое спасибо, Айтал. Влад, вот такие у нас культурные новости. Тебе слово. Андрей, спасибо. Напомню, что на прямой связи со студией был наш корреспондент Андрей Мухоплев. Станция юных натуралистов в Якутске – место не менее популярное для селфи, чем поле подсолнухов в Хангаласском районе. Над ландшафтным дизайном каждое лето работают студенты и педагоги. Сюжет Юлии Великодной. Русалка на ветвях, кот ученый и избушка на курьих ножках. Территория станции юнатов поделена на несколько ландшафтных зон. На учебно-методическом полигоне можно почувствовать себя настоящей принцессой из сказки. Бесконечный поток желающих насладиться последними теплыми деньками прибывает за город на полигон. Территорию станции юнатов осень пока обходит стороной, растения не тронуты желтым цветом, все цветет и благоухает. Тут каждый сантиметр просто нереально волшебный, сказочный, невероятный. Только зайти в одну теплицу, увидеть такие растения. Мы случайно увидели в соцсетях, прилетели за такую минимальную плату, такое чудо. Мы готовы здесь ходить, уже толпа через соцсети хотят уже побывать здесь. Спасибо большое юнатам. Также уникальность этого места в том, что агрономы не боятся использовать новые сорта. Находят растения, которые еще никто не пытался вырастить в Якутии. Вот ансамбли приехали, снимают тут клип, ролики. Ага, что-то здесь происходит. У нас нынче был проект «Год театра», театр под открытым небом. И он очень всем понравился. Теперь посетители хотят каждый день тут представления. Полигон будет открыт для посещения до заморозков. Вход для взрослых 100 рублей, для детей 50. Юлия Великодная, Георгий Григорьев, Якутск. Жители города Мирного уже не первый год поддерживают всероссийскую акцию «На работу на велосипеде». В России эта акция проходит 3 раза в год, и в эти дни автомобилистам предлагается на один день отказаться от использования тяжелого транспорта в пользу велосипедных и пеших прогулок. Насколько популярны велосипеды среди жителей алмазной столицы, передает Марфирина Алексеева из Мирного. Суровый климат и длинные зимы Якутии не останавливают жителей города Мирного приобретать велосипеды. С ранней весны до глубокой осени у каждого подъезда можно увидеть несколько припаркованных велосипедов. Мирный довольно-таки компактный город, поэтому маршрутными автобусами здесь пользуются только жители микрорайона Заречный, аэропорт, а также работники промышленных организаций. И то удаленность от этих районов примерно 4 километра от центра. Поэтому велосипедный спорт стал очень популярным в городе Мирном. Практически у каждой организации сооружены специальные парковочные стоянки. Велосипед является самым быстрым видом транспорта при поездках на расстоянии до 5 километров. Опережает по данному показателю как автомобилей, так и общественный транспорт. Можно сесть самой свободно, ехать, не стоять ни в каких пробках, никого не ждать, ни светофор, ни, в принципе, доехать доступно. Когда сухо, погода, едешь, вообще адреналин, движение – это жизнь, мне очень нравится. С детьми постоянно в парк выходные катаемся. На Кимберлите также можно кататься, в парке сейчас доступно, в принципе. И вот очень удобно с работы до работы. Мы с коллегами ездим на работу на велосипедах. Ты экономишь 2 драгоценных ресурса. Не только деньги, но и время. Во-вторых, это все-таки спортивная выгода. Ну и третье, я думаю, если смотреть более масштабно, это экологическая выгода. В любом случае, катание на велосипеде меньше загрязняет воздух, чем
тот же автомобиль. Этим летом у 5 самых востребованных организаций появились новые велосипедные парковки. Их установило предприятие жилищного хозяйства совместно с медиакомпанией «Алмазный край». Места установки путем голосования выбирали сами жители. Изначально около своего офиса сделали велопарковку. Вот, если будет интересно, заедьте. Она там такая уже как карта объекта, она очень красивая. Вот, и она начала пользоваться спросом у наших жителей. Ну и дальше как-то пошло. Вот, то есть Дмитрий Аркадьевич предложил продолжить в масштабах города, мы согласились. Велосипедов много, детки довольны, не надо таскать, не надо постоянно себя утруждать, поэтому очень удобно. Я думаю, что и здесь будет пользоваться спросом. Новые парковки установлены у Дома культуры «Алмаз», у стадиона «Триумф», районной администрации и в городском парке. А для того, чтобы крутить педали было веселее, в эти дни для горожан проходит акция. Сделав фото на велосипеде и выложив его в Инстаграм с хэштегом #SKM Мирный, обладателей креативных фото ожидают различные призы. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. В Нерингре на малой ледовой арене «Шахтер» в течение 3 дней проходили игры чемпионата России по хоккею среди юношей. Участниками стали местная команда «Энергия» и хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока. Соперники отыграли 3 матча, в каждом из них победу с небольшим перевесом одержала команда из Владивостока. Я напомню, что в прошлом году наша команда заняла 2-е место. В этом году, конечно, будет посложнее, потому что состав по сравнению с прошлым годом стал послабее. Из-за того, что выбыли игроки 2002 года рождения. У нас получается очень сильная первая 5-ка, которая переигрывает по всем статьям «Адмирал». Но в связи с тем, что нету глубины состава, игрокам приходится играть по 40 минут за матч, то есть находиться на льду первой 5-ки. И уже, конечно, в 3-й игре им тяжело, они просто физически устали. Далее обзор новостей и событий Ленского района. Якутия-24 продолжает свою работу. Оставайтесь на нашем канале.